Напиши это снова. Так некрасиво, а вот это хорошо написано. Что на обед? Кампан. Могу я помочь? Помоги мне порезать. Помой мне эту сковороду. Потом дай мне яйцо. Я хочу сделать яичницу с помидорами на завтрак. Меня зовут Бактыжан Кадыр, мне 36 лет. В нашей семье 4 человека. Моя жена, дочка, сын. Я работаю в компании в центре города. Монтажник. Мы поженились в 2012-м, уже 9 лет вместе. У нас двое детей. Дочка старшая, в этом году во 2 классе. Сын младший, он сейчас ходит в старшую группу детского сада. Учеба у них в целом идет хорошо. Я чувствую себя очень счастливой. Я не должна волноваться за них. Что ты делаешь? Готовлю завтрак. А что ты готовишь? Твоя сестра любит яичницу с помидорами. Иди помой руки и умойся. Сейчас будем завтракать. Ты хочешь пойти к дедушке? Тогда поторопись. Я с детства вырос в этом кишлаке. Когда я рос в нашем кишлаке, все дороги были грунтовые. Стоило пойти дождю, и всюду грязь, пройти было невозможно. Когда шел дождь, с крыши дома протекало. В детстве моя мама часто в том месте, где протекала, ставила тазик. Из-за всего этого было не уснуть. Тогда финансовое положение не позволяло мне сфокусироваться на учебе. Поэтому я с детства работал. Было не до высшего образования. А сейчас? Сейчас дороги хорошие. Выйдешь из нашего дома, как в саду. Дороги там все асфальтированные, бетонные дороги. И потом на всех дорогах есть фонари, как днем. Я работаю в городе, на жизнь хватает. Вот построил себе дом, а в родительский дом хожу в гости. Это недалеко здесь. Моей маме 72 года, здоровье хорошее. Папе 76 лет, здоровье у папы тоже нормальное.
Моя свекровь очень любит детей. По отношению к детям она очень ответственная, помогает их кормить и одевать, и присматривает за детьми. Очень душевная такая. Меня зовут Нурахмет Абдулла. Мне 34 года. В семье 4 человека. Моя жена и 2 детей. Я занимаюсь строительным ремонтом и отделкой. Это наша компания «Строительный дизайн. Родной Хотан». Эта фирма представляет нашу малую родину. Наше название – это проявление любви к родному краю. Это наш офис, это наша переговорная, это наша бухгалтерия, это мой кабинет, это название нашей компании, а это некоторые работы нашей компании. Наши клиенты довольны, а мы показываем свои работы новым клиентам, и они могут выбирать. В 2015 году, когда я продавал материалы на линии Хайтянь, я познакомился с одним владельцем магазина стройматериалов. Тогда мы обменялись контактами в WeChat. Иногда он присылал мне образцы отделочных материалов, новые поступления, каталоги, а потом стал посылать видеосюжеты с экстремистской пропагандой. В самом начале я не обращал внимания. Но когда я просмотрел достаточно много экстремистских видеосюжетов, мое мышление постепенно начало меняться, радикализироваться. Muhabbetleship to'y qilgan. Keyin u asabiy degan yuqtirib olib, men keyin qilgan turmushimiz shu nacharlashdi. Kuni urushayotgan, meni uydan talaga chiqib qo'ymayotgan, xizmatni qilib qo'ymayotgan, shunda bo'lib qoldi. Тогда я сказал жене: «Женщине нельзя выходить одной даже в магазин, нельзя выходить на работу. Я не разрешаю тебе выходить из дома. Сиди дома, присматривай за детьми. Если не послушаешь меня, разведемся». Мое эмоциональное состояние было нестабильным. Жена дома была мной недовольна, и бизнес тоже встал. Поэтому я решил попробовать. Если это поможет моей дальнейшей жизни, я тоже попробую. Вот так я написал заявление о направлении в учебный центр перевоспитания. Примерно через неделю мой брат дал мне направление. И затем я пошел учиться. Я посмотрел, что это за учебное заведение, прямо как университет. Условия для учебы были очень хорошие, и преподаватели особо заботились о нашем обучении. Мы изучали китайский язык, а также слушали лекции по различным законам. Раньше я даже своего имени по-китайски написать не мог. Я заново узнал себя. Я выучил китайский язык, изучил много законов. Раньше я был довольный своей жизнью. Или вернее, раньше я считал себя счастливым человеком. После этих занятий я понял, какой я на самом деле. Вернувшись после учебы, я нашел своего прежнего себя, расширил свой бизнес, завел новые деловые контакты. Моя жизнь наладилась, бизнес процветает. 我以前是还是以前我幸福的人，我受到极大影响的以后，就是我怎么样的人，学习回来以后，我就找到了以前的自己。Эта квартира площадью 80 квадратных метров. На ее ремонт у нас было 45 дней. Сейчас у нас, грубо говоря, осталось 6 дней до сдачи. Нужно только кое-что доделать, и через 6 дней мы сдадим работу. 8天6天以后我们交工的。我回来以后就是我
После возвращения из центра обучения я нашел человек 5-6 работников и заново начал свое дело. Сейчас я забочусь о доме и семье, особенно озабочен учебой наших детей. Мы стали жить гораздо лучше и дружнее. Учеба пошла мне на пользу. Я лучше узнал законы и расширил свой бизнес. Усердно работать, заработать побольше денег. Я все думаю купить машину. Хочу купить машину за 700-800 тысяч. Не 700-800 тысяч, а 70-80 тысяч. Слишком много сказал, слишком много. Добавил нолик, не 700-800 тысяч, а 70-80.